телеканал «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем вам сегодня. Новые партии топлива следуют в Якутию. По состоянию на 27 июля в республику железнодорожным и речным транспортом следуют партии бензина и дизеля. В Якутске не утихает строительная суета. В детском саду «Радуга» продолжается капитальный ремонт, что ждет малышей после обновления. Выборы в Госдуму. В Якутском округе номер 29 зарегистрировали 8-го кандидата. Кто войдет в окончательный список? Южно-Якутский технологический колледж в Нерюнгре ждет абитуриентов. Приемная кампания в самом разгаре. Документы принимают до 15 августа. Лето без возраста. В Якутске стартовала вторая смена лагеря «Серебряные каникулы». Правительство внесло в Совет Безопасности проект обновленной стратегии развития арктической зоны РФ. Она станет основой модели нового строения региона, где инфраструктурные, экономические и геополитические задачи будут решаться в связке. Ключевым инструментом реализации стратегии станет комплексный проект развития арктической зоны Российской Федерации трансарктического транспортного коридора. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, создание коридора – это стратегическая задача не только для России, но и для всего мира. И для ее выполнения нужна четкая координация ведомств, регионов и крупных компаний. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с мэром Якутска Дмитрием Садовниковым. Она прошла по итогам первой рабочей недели нового главы города. Стороны обсудили развитие столицы, состояние городского хозяйства, подготовку к отопительному сезону, работу муниципальных предприятий и благоустройство города. Айсен Николаев подчеркнул, что решать стоящие перед Якутском задачи можно только при тесном взаимодействии городских и республиканских властей, а также отметил особую важность оперативной работы городских служб, ведь любая нерешенная проблема напрямую влияет на жизнь людей. Важным итогом встречи стал сертификат на 1,5 миллиона рублей от ПАО «Сбербанк», который Айсен Николаев передал Якутску. Деньги пойдут на озеленение города. В Верхоянский улус доставили более 1,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. В груз вошли продукты, вода, предметы гигиены и теплые вещи. Туда же прибыли председатель правительства Якутии Кирилл Бычков и министр по делам гражданской обороны Дмитрий Лепчиков. Они осмотрели в селе Суардах школу, котельную, пообщались с жителями и спасателями. Из-за угрозы дальнейшего подъема воды в улусе частично эвакуировали людей, развернули пункты временного размещения, а в селах Дулгалах и Суардах дополнительно направили спасателей. Оперативный штаб продолжает следить за обстановкой и доставлять грузы жизнеобеспечения. Новые партии бензина и дизельного топлива идут по железной дороге и речным путем. Составы с 95-м и дистопливом следуют на станцию Тамота, а на Нижнебестяхскую нефтебазу горючее доставляют автотранспортом с якутской нефтебазы. Сейчас там принимают топливо, прибывшее по реке из Усть-Кута. В Усть-Куте уже сформировали партии бензинов 92-й, 95-й и разные марки дизеля для отправки в республику. Также топливо везут операторам Туймада нефти Сибойл. Пока поставки не стабилизировались на 3 АЗС, одной в Алдане и 2 в Нерюнгре. Топливо отпускают по QR-кодам. Ограничения снимут, когда снабжение региона станет устойчивым. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Как защитить себя и близких от этих болезней, смотрите в следующем сюжете. Вирусные гепатиты по-прежнему остаются одной из главных угроз общественному здоровью во всем мире. Они поражают печень, могут привести к циррозу и раку. Однако в Якутии, благодаря высокому охвату иммунизации детского населения, случаи острого гепатита носят единичный характер. За истекший период 2026 года на территории республики отмечается стабильная ситуация по острым формам вирусных гепатитов. Вместе с тем регистрируется случаи впервые выявленных хронических форм. Гепатиты Б, С и Д – заболевания, передающиеся через кровь и другие биологические жидкости. Чаще заражение происходит при незащищенных половых контактах, через инъекции и личные предметы. Поэтому важно строго соблюдать правила гигиены. В домашних бытовых условиях, в первую очередь, я всегда всем своим пациентам говорю, это чтобы были триада личной гигиены. Это зубная щетка, маникюрно-педикюрный набор и бритвенный набор. Вот эта триада, она должна быть индивидуальная. Если вот эти две вещи запомнить, то тогда риск инфицирования очень даже минимизируется.
Самый эффективный и безопасный способ профилактики этих болезней – вакцинация. Есть два вида вирусного гепатита, от которых можно надежно защититься с помощью этого способа. Это гепатит А и Б. Массовая вакцинация против гепатита Б у нас началась в 1996 году. И с 1996 года, когда ребенок рождается, мы начинаем прививать. Дети у нас прививаются трехкратно. А вторая у нас прививка гепатит А, по-другому называют болезнью грязных рук. Поэтому у нас обязательно прививаются против гепатита А пищевики, те, кто работают с детьми в дошкольных учреждениях. И очень важно, чтобы прививались те, кто живут на паводковой территории. Сегодня в Якутии проводится активная работа по борьбе с вирусными гепатитами, скрининговые обследования, раннее выявление заболевших и обеспечение пациентов современным лечением. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора и медики активно проводят мероприятия по информированию населения. Диана Антонова, Артем Наговицын, Якутск. Впечатления, которые должны быть доступны каждому. Студенты-медики со всей страны помогут людям с ограниченными возможностями здоровья увидеть Якутию во всей красе. Как именно цифровые технологии делают северные маршруты безопасными и комфортными, узнаете в нашем следующем сюжете. На кадрах отрывок из фильма о Якутии. Колоритная девушка в национальном костюме, играющая на хомусе. Именно такой в первую очередь увидели Якутию студенты. Вместе с коллегами из местного медицинского колледжа они презентовали в столице республики уникальный проект – интерактивную карту медицинского и доступного туризма. Помимо цифрового сервиса, команда подготовила серию тематических подкастов, а также лично оценила красоты природы. Однозначно, точно мы не останавливаемся на сегодняшнем моменте. Сайт будет дорабатываться. Очень сложно обработать массив данных, которые мы сформировали и пережили в рамках работы в экспедиции. Мы подружились, познакомились с Северо-Восточным университетом поближе, и уже сейчас после презентации обсуждали возможные траектории и подпись соглашения с Министерством здравоохранения республики. Интерактивный ресурс призван сделать путешествия по Якутии безопасными для людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. В карту включена информация о доступности маршрутов, расположении медицинских учреждений и специфике помощи в условиях Крайнего Севера. Интерфейс сайта удобен, и в ближайшее время его могут интегрировать в свои ресурсы местные туроператоры. Министерство туризма региона уже заинтересовано в этом. Сейчас мы можем попробовать перезапустить как раз-таки у нас на сайте Go Якутия, интегрировать их проект, если это технически возможно, для того, чтобы ребята в ноябре уже могли бы в Москве представиться с полноценным сайтом, который есть у нас. Если у нас это удастся технически, я буду очень рада, и ребят поддержим, и потому что, как вы видите, что они воспитывают кадры, которые готовы управлять, которые разбираются в медицине и которые могут правительству как раз-таки выделить проблемные сегментарные зоны. Разработка стала ключевым итогом студенческой экспедиции, которая прошла в республике с 22 по 28 июля. Проект реализуется при поддержке программы «Открываем Россию заново» и платформы «Россия – страна возможностей». И ведь кто, если не врачи, лучше всего справится с этой миссией? Вот я сегодня как раз услышала, как будет развиваться данный проект, и предложила, чтобы все-таки они поучаствовали, наши молодые коллеги из других регионов Российской Федерации поучаствовали в нашем направлении, в нашем проекте «Региональный центр мобильных бригад», чтобы они действительно увидели нашу необъятную республику. Итоговую презентацию проекта проведут на Всероссийской выставке экспедиций в Москве на базе Высшей школы экономики, где он будет подсвечен уже на федеральном уровне. Дарья Краленкова, Станислав Потапов, Якутск. 17 дворовых территорий в 9 населенных пунктах приведут в порядок в республике в этом году. На это выделят 112 миллионов рублей. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и уже набирает обороты. По 16 объектам контракты подписаны по одному на финальной стадии. Подрядчики закупают материалы и оборудование, а на некоторых площадках вовсю идут подготовительные работы. Например, во дворе домов на улице Пушкина в Якутске строительная готовность уже достигла 70%, а стоимость благоустройства там превышает 37 миллионов рублей. В программу вошли дворы в 7 районах и Якутске, а всего за время ее действия в республике преобразили более 200 дворов и небольших общественных пространств.
В Ленске продолжается благоустройство городского парка. Второй этап в самом разгаре. В прошлом году городская администрация выиграла конкурс формирования городской среды с проектом обновления парка. В рамках программы на реализацию идеи было выделено из федерального бюджета 100 миллионов рублей. Сегодня уже заканчивается укладка пешеходных и велодорожек, благоустроены места для зон отдыха, начато возведение сцены, заключен контракт на строительство амфитеатра. Работы ведутся ударными темпами, чтобы до конца летнего периода закончить основную часть благостроительных мероприятий. Разделили на два аукциона. Это первое – выполнение благоустроительных работ, второе – это закуп и монтаж малых архитектурных форм. Контракты заключены, благоустройство у нас идет хорошими темпами, уже в принципе готовность такая достаточно хорошая, причем у нас контракт двухгодичный, но я думаю, благоустройство мы закончим в этом году. Малые архитектурные формы тоже мы с подрядчиком сейчас работаем, чтобы ускорились и смонтировали по возможности в этом году. Вот, но двухгодичный срок у нас есть. В Якутске продолжается капитальный ремонт детского сада «Радуга». Здание 1976 года постройки не видело серьезных обновлений почти 10 лет. О том, на каком этапе сейчас идут работы и что нового ждет воспитанников, узнаем в следующем сюжете. На площадке детского сада «Радуга» работа кипит с мая. 19 специалистов сейчас сосредоточены на внутренней отделке и системе водоотведения. После этого останется лишь покрасить стены, уложить плитку и завершить последние отделочные работы. Готовность объекта уже достигла 80%. У нас основные отопления, отделка, напольные покрытия, линолеум, керамогранит, санузлы, водоснабжение, канализация. Сейчас отопление полностью закончено, канализация тоже полностью закончена. «Радуга» является одним из крупнейших детских садов города. Его посещают 465 детей. Помимо основной образовательной программы, здесь работают кружки хореографии и первичное отделение движения первых. Сейчас учреждение капитально ремонтируют в рамках национального проекта «Семья». Предыдущий капитальный ремонт здесь проводили в 2016 году. Однако тогда обновили лишь часть здания. В 2016 году был капитальный ремонт по укреплению свай здания детского сада и частичная реконструкция помещений третьего этажа. Мы делали 2 дополнительные группы для воспитанников Гагаринского округа. Обновления коснутся не только самого здания. Для групп уже закупают новую мебель, а пищеблок полностью переоснастят современным оборудованием. Новые кровати, шкафчики, техника для приготовления пищи и хранения продуктов – все это появится к открытию детского сада после ремонта. Такие работы стали возможны благодаря расширению программы, которая с прошлого года распространяется не только на школы, но и на дошкольные учреждения. С 2025 года, как я уже отметил, по новой программе идем. На самом деле более 130 объектов уже отремонтировано в целом, как и в предыдущие годы, так и сейчас. И такие планы у нас сейчас идут аж до 30 года. Но в этом году у нас объекты делятся на однолетние и двухлетние. Детские сады у нас в течение 1 года должны быть отремонтированы, а школы они могут быть отремонтированы в течение 2 лет. По контракту завершить работы здесь должны до 15 августа, чтобы уже 1 сентября учреждение вновь открыло двери для своих воспитанников. Ну а всего в этом году по новой программе капитально обновятся еще 7 детских садов, 8 школ и 6 колледжей. София Мельникова, Артумен Наговицын, Якутск. Окружная избирательная комиссия Якутского одномандатного округа номер 29 зарегистрировала 8-го кандидата на выборы в Госдуму Анатолия Наговицына. Всего же в комиссию поступило 10 заявок. Решение по 9-му кандидату будет принято в ближайшие дни, а у 10-го претендента Антона Васильева есть шанс подать документы до окончательного срока 5 августа. После завершения регистрации начнется этап сбора подписей. Также для оперативного информирования граждан в ближайшее время начнет работу горячая линия. По выборам наших республиканским выборам по Верхневилюйско-Горному изменений пока нет. Наш 5-й кандидат начал собирать подписи на территории данного муниципального района. А по муниципальным 27 избирательным кампаниям идет процедура выдвижения. И пока мы еще не приступали к вопросам регистрации нашей соответствующей участковой избирательной комиссии. Буквально через 5 дней мы начнем уже
собирать подписи, заявления со стороны избирателей, которые бы хотели голосовать по месту нахождения. Абитуриенты, поступающие по программам бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса, должны подать согласие на зачисление до 12 часов по московскому времени 5 августа. Прием заявлений и документов во все российские вузы начался 20 июня. В этом году Миноборнауки впервые ввело день тишины в ходе приемной кампании. В эти дни 3 августа для приоритетного этапа зачисления и 7 августа для основного этапа зачисления абитуриентам запретят менять решение о зачислении. Приемная кампания Южно-Якутского технологического колледжа в Нерюнгри в самом разгаре. До 15 августа колледж ждет каждого, кто готов сделать шаг навстречу профессии. Приемная комиссия не просто принимает документы, а помогает сориентироваться. Рассказывает про стипендии, практику на предприятиях, перспективы трудоустройства. И здесь знают, что выбор профессии – это не просто галочка в анкете, а маршрут на несколько лет вперед. До 15 августа еще есть время подумать, посоветоваться, взвесить все за и против. Но большинство свой выбор уже сделали. Нерюнгринец Ростислав Дорогов окончил 9 классов первой школы и сегодня подает документы на сварщика в Южно-Якутский технологический колледж. Хочу помогать людям, так как вижу, что на земле без работы не останусь. Потому что сварочные работы нужны всегда. Сдал ОГЭ, 4 предмета по выбору. И все, получил аттестат и принес сюда документы. Подать документы можно любым удобным способом. Лично придя в приемную комиссию или дистанционно через портал Е-услуги в личном кабинете госуслуг. Сейчас на счету приемной комиссии уже более 1000 заявлений. Очная и заочная форма обучения. Очная у нас 375 бюджетных мест на базе 9 классов и 50 мест на базе 11 класса. По заочной форме обучения также есть бюджетные места. Их 40 бюджетных мест. Ждем наших выпускников предыдущих мест, которые уже работают, которые хотят поменять свое образование, да, или же получить новое образование на эти места. Мы принимаем по среднему баллу аттестата. Каждый год интерес к специальностям немного смещается. Появляются новые запросы рынка и новые мечты у ребят. Самые популярные сейчас направления у нас идут сварочное производство, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В новом учебном году планируется сформировать 22 группы. Одна из них по специальности дошкольное образование на базе 9 классов. Очная форма будет коммерческой. Колледж не стоит на месте, реагирует на запросы времени и открывает новые перспективные специальности, которые становятся точками притяжения для амбициозных ребят. Среди новинок также направление информационное моделирование в строительстве и обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности. Неизменным остается одно – колледж дает реальные профессии, которые нужны региону и стране. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Жители Якутии могут внести свои предложения по улучшению городской среды и жилищных условий, приняв участие в акции «Почтовый ящик предложений». Так, на территории Минстроя в рамках выставки недвижимости «Якутиан-Экспо» установлен специальный синий ящик, где любой желающий может оставить свои идеи по улучшению городского пространства. Среди них скверы, площади, культурные центры и даже жилые дома. Философия проекта заключается в том, что развитие начинается с доверия и взаимодействия, когда у каждого человека есть возможность быть услышанным. Этот проект не просто почтовый ящик для обращений, это возможность выстроить открытый и честный диалог между жителями и теми, кто принимает решения. Для нас важно услышать каждое мнение, какие проблемы требуют внимания и какие идеи помогут сделать жизнь в республике комфортнее. В молодежном центре «Патриот» состоялась встреча-диалог с призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии» Василием Сивцевым. Участвуя в федеральном этапе уже во второй раз, он занял 3-е место в номинации «Агрономия», став вместе с тем одним из самых молодых участников. Подробнее о встрече в сюжете далее. Василий Сивцев вот уже несколько лет работает в области сельского хозяйства. Свое призвание он выбрал еще в детстве, ведь рос и воспитывался в семье аграриев. В 23 года он уже достиг должности главного агронома сельхозпредприятия в Усть-Алданском районе, продолжая всесторонне оттачивать свои профессиональные навыки.
Одним же из испытаний его профессионализма стал конкурс «Лучший по профессии». С прошлого года я готовился, и чтобы улучшить свой результат, в прошлом году я занял 4-е место с отрывом в 5 баллов из 500 возможных. Участников было всего из 43 регионов 24 агронома, 24 ветеринарных фельдшера и 16 сыроваров. В этом году также участвовал и в региональном, и в федеральном, для того, чтобы улучшить результаты. И, думаю, что улучшил. Занял 3-е место. На организованной встрече студенты и сверстники Василия Сивцева могли задать интересующие их вопросы о профессии агронома, опыте участия в конкурсах и различных проектах. Я со многими ребятами в первый раз встречаюсь, на самом деле, из тех сфер, которые у нас есть. И постоянно стараемся, чтобы лидеры молодежи, победители конкурсов встречались и рассказывали о своем опыте. Потому что самореализация на сегодняшний день – это первый запрос, который у нас выставляют наши молодые люди. И, конечно, история успеха, как добились, всегда интересует, и живой интерес вызывает у наших ребят. На сегодняшний день в регионе действует стратегия реализации молодежной политики до 2030 года. Она ориентирована на запросы молодежи, предоставляя возможности для профессионального развития и раскрытия своего потенциала, а также поддерживая молодежные инициативы, тем самым вдохновляя на действия. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. На ВЭФ этого года во Владивостоке пройдет 5-й парад парусов. Одна из главных традиций форума. С 31 августа по 4 сентября в акватории Амурского залива соберутся более 1000 российских и иностранных яхтсменов и моряков. Программа стартует с детско-юношеской регаты. 1 сентября зрители ждут показательные плавания парусников «Надежда» и «Паллада», регаты килевых яхт и международная гонка «Кубок Дальнего Востока» с участием лучших российских и китайских спортсменов. По словам организаторов, парад не только раскрывает морской характер Владивостока и популяризирует парусный спорт, но и помогает укреплять международные связи и вовлекать молодежь в морские профессии. В Якутии выпустили учебное пособие «Масс-рестлинг для начинающих». Оно адресовано спортсменам 10-17 лет, а также тренерам и учителям физкультуры. В книге есть рекомендации по тренировкам физической, технической, тактической и психологической подготовки, а нормы составлены по федеральному стандарту. Пособие уже доступно на сайтах Федерации масс-рестлинга, отправлено в русскоязычные и зарубежные страны и одобрено Международной академией масс-рестлинга. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Попов уверен, что у национального вида спорта хорошие перспективы, в том числе возможность однажды попасть в олимпийскую программу. И в этом направлении сейчас активно работают при поддержке властей Якутии и спортивной общественности. Кому не знакома романтика летних лагерей? Во взрослом возрасте кажется, что она уже далеко позади, но это не так. В Якутске стартовала 2-я смена лагеря для пенсионеров «Серебряные каникулы». Она объединила пожилых жителей 22 районов республики. Для чего, расскажет Саргалана Неустроева. Серебряные каникулы – это сбывшаяся мечта любого пионера. Отряды, девизы, совместная активность и, конечно, вечерние дискотеки и огоньки. В этом лагере все как полагается, с одной только оговоркой. Расписание, соответственно, тоже именно для пожилого человека. Оно не должно быть прямо таким плотным, да? Мы всегда даем время, чтобы они могли бы отдохнуть в то же время. И тем не менее, программа лагеря достаточно насыщенная. Ежедневные мастер-классы, экскурсии, поездки и другие совместные активности. Смена длится всего неделю, поэтому нужно набраться как можно больше разных впечатлений. Но самое ценное в лагере – новые знакомства. И прекрасно то, что здесь как бы не то, что я встретилась только с новыми людьми. Здесь очень много старых людей, даже те, которых я давно-давно не видела. Вот здесь встретились. При этом общение продолжается и за пределами серебряных каникул, отмечают отдыхающие. Они создают группы в соцсетях, активно обмениваются новостями и в целом поддерживают друг друга. Объединяет их одно – общие воспоминания и опыт. Что вот такие лагеря, мероприятия, активности дают людям вашего поколения? Они возвращают молодость. Тут себя легко чувствуешь, много приобретаешь. И ровесники самое главное. Мы все как-то заряжаемся позитивом и все получаем стимул в дальнейшей жизни.
Как отмечают организаторы лагеря, желающих отдохнуть очень много, на места квотированы. Поэтому их главная цель – мотивировать активистов в районах республики организовать такие же смены у себя в улусах, чтобы у пенсионеров была возможность отдохнуть, не выезжая далеко. Все равно это желание у пенсионера, оно всегда было и есть и будет, я думаю, потому что это поколение, которое выросло со времен СССР же, да, и всегда мы в детстве, всегда у кого-то, всегда были лагеря свои, куда-то мы ездили работать даже, да, и такие вот активные отдыхи для нас это как бы, ну даже мы востребовано, можно сказать. Это доказывает и количество отдыхающих. Всего 110 пенсионеров собрала смена лагеря. Кстати, разместили их в живописном месте вдали от городской суеты на базе Республиканского техникума-интерната реабилитации инвалидов. С ним у школы 3-го возраста подписано соглашение, так что велика вероятность, что и следующие смены пройдут там же. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.